Добрый вечер, уважаемые якутяне. Меня зовут Петр Иванович Попов, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Мы начинаем наш прямой эфир. В течение получаса я отвечу на ваши вопросы. Пишите, задавайте свои вопросы в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассники. Сколько у нас человек? 6 человек. Здесь 6 человек. Пока ждем подключения, разрешите вас всех, уважаемые друзья, поздравить с наступающим праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, всех тех, кто от зари до зари трудится на земле. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых, аграриев, работников пищевой перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса в целом. Работа в сельском хозяйстве всегда была не из легких. В условиях крайнего севера, рискованного земледелия, в самых непростых современных экономических реалий ваш труд, безусловно, заслуживает особого уважения и признания. Глубоко признателен всем, кто своим неустанным трудом обеспечивает укрепление аграрной экономики нашей республики. Вы, безусловно, вносите неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства, сохраняете богатейшую духовную культуру нашего народа. Отдельные слова благодарности разрешите выразить нашим ветеранам сельского хозяйства нашей республики. Наш ежегодный праздник по доброй традиции мы проводим после завершения полевых работ и подведения итогов уборочной кампании. И как раз в эти дни мы завершаем уборочную кампанию. Буквально 2 недели назад мы провели нашу традиционную ежегодную ярмарку продовольствия. Данная ярмарка не проводилась, как вы все знаете, из-за пандемии коронавирусной инфекции 2 года подряд не проводилась. И нужно отметить, что ярмарка продовольствия прошла на высоком уровне. Наши сельхозтоваропроизводители очень активно приняли участие. Около 160 наших сельхозтоваропроизводителей приехали и представили свою продукцию нашим жителям города Якутска, гостям города Якутска, со всей республики. И жители города Якутска и наши гости тоже закупились продукцией наших сельхозтоваропроизводителей на зиму, запаслись продуктами наших местных сельхозтоваропроизводителей, экологической продукции. Так. Вот и первый вопрос. Үйт қарчыта жаңға тиите қайдағы еден вопрос келле. Вот спрашивает, как у нас доводится субсидия на молоко до населения. У нас, в этом году всего по республике план заготовки молока на 2022 год составляет 62 тысячи тонны. Общая сумма субвенций, которая предусмотрена на эти цели, составляет 3 миллиарда 100 миллионов рублей, что на 4750 тонн больше, чем в 2021 году. Это прирост на 237,5 миллионов рублей. На сегодня фактически направлено муниципальным образованием 2 миллиарда 943 миллиона рублей. Это почти полная сумма, около 95% всех предусмотренных средств доведено до муниципальных районов. Кроме этого, по поручению главы республики Николая Василия Сергеевича на основании распоряжения правительства 389 предусмотрена господдержка на закуп сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в размере 58 миллионов рублей. Это субсидия напрямую предоставляется сельхоззаготовительным организациям, которые закупают молоко у личных подсобных хозяйств. Субсидия составляет 10 рублей и закупочная цена минимальная 10 рублей. Таким образом, личные подсобные хозяйства получают
по 20 рублей минимум. Так, вопросы поступают. Меня интересует санаторно-курортное лечение работникам сельского хозяйства, кроме санаториев в Якутске, где еще можно проходить, можно отдохнуть. По санаторно-курортному лечению у нас ежегодно по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия работники АПК предоставляются льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Для получения льготной путевки работники АПК должен постоянно проживать на территории республики, иметь непрерывный стаж работы в сельском хозяйстве не менее 5 лет. Также наименование профессии должно соответствовать утвержденному перечню. Санаторно-курортное лечение в разные годы организовывалось в 3 санаториях, расположенных в городе Якутске, а также в санатории Бесчегда в Московской области. Существенным изменением текущего года стало то, что для повышения охвата работников АПК перечень профессий и должностей существенно расширен, а также конкурс на санаторно-курортное лечение работников АПК Республики Саха-Якутия выиграл курорт, полюбившийся всем якутянам Белокуриха Алтайского края. Прием заявлений осуществляется с июля по август текущего года, в том числе через портал Якутия и многофункциональные центры. В список получателей льготных путевок на санаторно-курортное лечение включено 64 человека. Работники АПК начали выезжать на лечение, начиная с сентября этого года. Так, в составе первых 2 групп выехали работники оленеводческих, скотоводческих хозяйств, перерабатывающих предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, управления ветеринарии и сельского хозяйства из Анабаарского района, Булунского, Мирнинского, Неренгринского, Серниколымского, Санутарского, Хангаласского районов. Так, какова сейчас доля обеспеченности местной продукцией во всех ли промышленных городах? Можно увидеть в прилавках, магазинах местное мясо. У нас уровень самообеспеченности на сегодня, на 2022 год у нас итогов еще нет, но у меня есть данные по 2021 году, статистически подтвержденные данные, по ним я вкратце могу сказать, какой уровень самообеспеченности основной сельхозпродукции. Это у нас мы обеспечиваем себя мясом на 26,4%, молоком на 55%, чуть свыше 55%, яйцами 67%, картофелем на 56,4%, овощами на 35%. Как вы услышали, самая большая обеспеченность у нас получается яйцами 67% на 2021 год. По завершению 2022 года посмотрим, какие у нас результаты будут. Безусловно, некоторые цифры недостаточные. Нам нужно повышать уровень самообеспеченности овощами и мясом. У нас самая маленькая обеспеченность мясом 26,4%. Мобилизация ламыджанга тух кемебары генеипуттер. Какая помощь оказывается мобилизованным гражданам, задают вопрос. Вот буквально несколько дней назад у нас вышел указ главы Республики Саха-Якутия. Это 25 сентября 2022 года под номером 2603. И по данному указу, указ называется «О мерах поддержки семей военнослужащих». По данному указу семьям военнослужащих, призванным военным комиссариатом Республики Саха-Якутия на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента Российской Федерации 647 об объявлении частичной мобилизации Российской Федерации и включенных в списки воинских частей предусматриваться будет оказание, уже предусматривается оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей, это семьям, освобождение от платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в период военной службы по мобилизации родителей.
Третье – это бесплатное питание учащихся с 5 по 11 класс в общеобразовательных организациях. Предоставление в возрасте от 6 лет, 6 месяцев до 18 лет бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Приоритетное заключение договоров на целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств госбюджета. Установление повышения стипендий учащимся в высших и средних профессиональных учебных заведениях и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего. Данный указ вступил уже в силу и на сегодня уже действует. Так, вопрос, как реализуется госпрограмма по развитию сельского хозяйства, сколько денег заложено и что ожидается от ее исполнения. Ну, у нас общая сумма госпрограммы, которая заложена в бюджете на 2022 год, составляет чуть свыше 13 миллиардов рублей. Если говорить, что ожидается от реализации госпрограммы, да, вот какие-то цифры по уровню самообеспеченности я назвал. Если говорить про плановые цифры, которые ожидаются по итогам 2022 года, это вот практически такие же цифры по уровню обеспеченности. Это мясом 26,8%, яйцами 65,4%. У нас ожидается, что продукция животноводства на сумму на валовую сумму 20 миллиардов 280 миллионов рублей, а продукция растениеводства на 8 миллиардов 518 миллионов рублей. Так, крупный рогатый скот ожидается 179 тысяч, свыше чуть-чуть, коров 74 тысячи, лошадей ожидается 182 тысячи. И если говорить про овощи, то картофеля ожидается 70 тысяч, овощей 30 тысяч, 30,5, заготовка сена 443, ну, пока мы этот план не выполняем, силоса 30 тысяч и сенажа около 13 тысяч тонн. Ну, вот тут некоторые вопросы повторяются. Важные цифры, которые ожидаются, я уже назвал. Так, рынок сенатын тоғын туралы вакыттен вопрос келді. Рынок сенатын тоғын туралы вакыт наға үрдік сенаға атылылар. Тут вопрос, почему не контролируются цены на рынках, очень высокие цены. Ну, что я тут отвечу, да, скажу, что в полномочия Министерства сельского хозяйства не входит контроль и регулирование потребительских цен продовольственных товаров. Цены устанавливают сами производители, кооперативы, индивидуальные предприниматели, реализующие собственную продукцию, и ценообразование сельхозпродукции регулируется рыночными отношениями. То есть сами устанавливают цены. Ну, стоимость местной продукции – это отражение общего роста цен. Вот на недавно прошедшей сельхозярмарке продовольствия, в принципе, цены были приемлемые. Иногда, да, тут такая проблема есть. Сами сельхозтоваропроизводители устанавливают, в принципе, адекватные цены, а вот наши торговые точки, которые приобретают и дальше реализуют данную продукцию, они иногда делают очень большие наценки. Такая проблема существует. Ну, мы знаем, да, и, по крайней мере, вот сельхозтоваропроизводители, которые получают субсидии, они, в принципе, не сильно завышают стоимость цен на продукты. Петр Иванович, что для вас самого как замминистра значит сфера сельского хозяйства и люди, работающие в ней? Ну, если немножко про себя, да, рассказать, я сам рос в селе, у нас в семье у родителей было личное подсобное хозяйство, я прямо с детства сенокосил сам, то
тоже помогал родителям в ведении личного подсобного хозяйства. Мы держали коров и лошадей, поэтому сельское хозяйство достаточно близкое направление для меня. Что означает люди, работающие в сельском хозяйстве для меня? Безусловно, это люди большие герои, я так считаю. Потому что это работа изо дня в день, каждый день, без выходных, нет субботы, воскресенья. Коров надо кормить каждый день, доить каждый день. Поэтому наши сельчане, которые трудятся в сельском хозяйстве, они, безусловно, очень большие герои. Это тем более в наших климатических условиях Крайнего Севера, занятия сельским хозяйством, что растениеводством, что животноводством, это, безусловно, очень большой труд. Поэтому я с большим почтением и уважением отношусь всем тем людям, которые занимаются сельским хозяйством. Так, вопрос с учетом всех проблем, как проходит подготовка к зиме, видимо, да, спрашивается, к зимовке скота и лошадей. Безусловно, несмотря на то, что у нас была достаточно сложное лето для заготовки сена, у нас подготовка к зиме в целом, с учетом предпринимаемых на сегодня мер, в том числе по поставке концентрированных кормов и той помощи, которую оказывает правительство республики. Считаю, что зимовка, мы считаем, что зимовка должна пройти в штатном режиме, но и нельзя забывать, что во многих хозяйствах кормозаготовительная кампания до сих пор еще не завершилась. Работают мобильные бригады, продолжается закладка сочных кормов. Понятно, что не стоит, сложив руки, ждать помощи откуда бы то ни было, и это понимает прежде всего сами сельхозтоваропроизводители. Поэтому и сегодня сенокосная кампания продолжается, заготовлено более 385 тысяч тонн сена, что, к сожалению, составляет пока только 87% от плана. Цифры хоть и все еще недостаточные, но гораздо превосходящие имевшие ранее место негативные прогнозы. Таким образом, с учетом реализации всего комплекса мер, устойчивая зимовка скота и лошадей в 2022-2023 году будет, мы считаем, обеспечена. По состоянию на 29 сентября численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств республики составляет 232 тысячи голов, в том числе коров около 70,5 тысяч голов. Всего отел коров составляет около 77%. По итогам года ожидается сохранить поголовье сельхозживотных на уровне 179 тысяч голов крупного рогатого, в том числе коров 74 800 и лошадей на уровне 183 тысяч голов. Задают вопрос, будет ли увеличена в следующем году господдержка личных подсобных хозяйств на содержание коров. Очевидно, вы спрашиваете про субсидию на поголовье крупного рогатого скота, маточное поголовье 35 тысяч рублей. В планах пока, в параметрах бюджета, который сегодня рассматривается, сегодня увеличение данной субсидии не планируется, но данная субсидия, она сохранится и в 2023 году. 35 тысяч рублей для личных подсобных хозяйств в планах правительства и Минсельхоза она есть. Безусловно, данная поддержка очень важная. У нас и раньше были личные подсобные хозяйства, которые не сдавали молоко, а потребляли сами, обеспечивали себя и своих родственников, свою семью. И данная поддержка, конечно, очень очевидно, очень важна для них, для заготовки сена, для подготовки к зиме. Какой эффект дал новый механизм? Да, у нас
с прошлого года работает новый механизм. В этом году у нас второй этап нового механизма. Вот если говорить коротко, у нас в этом году субсидия предоставляется на заготовку мяса, на заготовку овощей. И какие-то, ну, если говорить про цифры, что дает нам данная господдержка в этом году, то мы должны в этом году заготовить, вот в этом году утвержденный объем заготовки мяса КРС составляет 815 тонн, конины 284,5 тонны, картофеля 7000 тонн и овощей открытого грунта 2882 тонны. Общая сумма поддержки по указанным направлениям составляет 173 миллиона рублей, в том числе вот стимулирование производства мяса КРС 57 миллионов рублей, стимулирование производства мяса лошадей 17 миллионов рублей, стимулирование производства картофеля 70 миллионов рублей и овощей открытого грунта 28 миллионов рублей. Ну, введя вот данный вид поддержки через переданные полномочия, мы должны в этом году решить проблему реализации собранного урожая и стимулировать производство вот данных видов продукции, на которые предоставляется субвенция районам на дальнейшее предоставление субсидий данному хозяйству. Так, мы знаем, что с этого года внедрен новый механизм заготовки мяса, картофеля, овощей в составе. Ну вот я только что ответил на этот вопрос, рассказал про объемы, какие на сегодня, ну, на 2022 год предусмотрены и доведены в муниципальных районах. Все ли средства доведены? Да. Ну, не все, но, как я уже отметил ранее, по молоку, по субсидии на 35 тысяч рублей на поголовье у нас большая часть субвенций до муниципальных районов доведено. Это больше 95%. И, в принципе, исполнение госпрограммы сегодня развитие сельского хозяйства находится на хорошем уровне, свыше 90%. Так, этот вопрос я ответил. Так, какие еще были вопросы? Так, про рынок я ответил, про подготовку к зимовке тоже ответил, да? Так, ну, если все ли средства доведены. Про новый механизм, если еще добавить, в этом году, вот как я уже отметил, начата реализация второго этапа новых механизмов поддержки, да, вот, в целях стимулирования развития скотоводства в организованных хозяйствах первой группы районов, это арктические и северные районы и промышленные районы, увеличена ставка господдержки на одну голову коровы с 35 тысяч до 45, и стимулирование развития табунного коневодства, ставка на одну голову кобылы увеличена с 1500 до 3000 рублей, это 2 раза. Предусмотрены меры господдержки на обеспечение заготовки мяса крупного рогатого скота, лошадей, картофеля и зерна. Так, какие еще вопросы? Санаторно-курортное лечение я ответил. Ну, про поддержку семей мобилизованных граждан я ответил. Минсельхоз сегодня мы тоже большую работу в этом плане проводим.
по бронированию людей, наших сельхозников и по мобилизации. Очень активно ведем работу с муниципальными районами и с управлением сельского хозяйства муниципальных районов. На территории каждого района созданы комиссии мобилизационные на уровне администрации районов. И, безусловно, данные комиссии должны при определении тех категорий, кто должны призываться по частичной мобилизации, они должны, само собой, и смотреть, является ли человек главой крестьянского хозяйства, либо сельхозорганизации, либо если это даже личное подсобное хозяйство, тоже надо очень подойти ответственно к этому вопросу, чтобы, если вдруг человек призывается, мобилизуется, то хозяйство осталось без присмотра, не оставалось без присмотра. По бронированию тоже в районах имеются территориальные комиссии по бронированию сотрудников. Все рекомендации доведены до муниципальных районов по бронированию сельхозработников, тоже работа проводится. Мы тоже в членах Минсельхоза с крупными предприятиями данную работу проводим. Так. Будет ли возмещение на перевозку сена внутри Республики Саха-Якутия? Да, мы перевозку сена внутри Республики Саха-Якутия предусматриваем с учетом того, что в этом году не планируется перевозка сена, как в прошлом году, из других субъектов Российской Федерации. Как вы все знаете, в прошлом году очень много сена было перевезено из Амурской области, из Забайкальского края. Бюджет понес очень большие расходы на эти цели. В этом году перевозка будет осуществляться внутри республики. Мобильные бригады, я сказал, вот до сих пор заготавливают сено на отдаленных территориях. И, безусловно, на перевозку данного сена, и в том числе вот концентрированных кормов, будет предусмотрена господдержка. Но сразу говорю, что это будет в 2023 году. В 2022 году тоже сумма предусмотрена, но она небольшая, и по потребности будем смотреть, в каком районе остро нужна данная поддержка в этом году. Вот небольшую сумму, которая предусмотрена в этом году, будем распределять. Так, мы привезли в феврале, в марте. Это вы, видимо, спрашиваете, задаете вопрос про перевозку сена в этом году, которая уже, на зимовку этого года, которая уже закончилась. Да, у нас есть задолженность перед перевозчиками сена. Это два района, Усть-Алданский и Чурапчинские районы. Буквально вот последний транш остался выплатить, это около 89 миллионов рублей. Буквально вот планируется, распоряжение подписано о выделении данного финансирования двум районам. И на следующей неделе мы со стороны Минсельхоза планируем направить средства в муниципальные районы. А дальше уже район направляет данные средства сельхозтоваропроизводителям. Сельхозтоваропроизводители рассчитываются с перевозчиками по уже перевезенному объему сена. Так. Спасибо, Петр Иванович. Дальнейших успехов и достижений в нелегкой работе министерства. Пишут мне: спасибо большое за ваши пожелания. Так. Хотелось бы немножко рассказать про поддержку начинающих фермеров, да, какая работа проводится со стороны Министерства сельского хозяйства для поддержки начинающих фермеров. С 2019 года в России введена новая форма господдержки АПК, это грант «Агростартап». Они помогают сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство свое. Вот
Подробную информацию про агростартап, условия получения можете узнать на нашем официальном сайте Министерства сельского хозяйства, а также можете уточнить у наших консультантов Центра ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса ЦРУ АПК называется, наше учреждение при Минсельхозе. Еще добавлю, что в 2019-2022 за 2019-2022 годы министерством начинающим фермерам предоставлено 131 грант всего агростартап на общую сумму более 390 миллионов рублей, а также 64 грантов сельхозпотребительским кооперативам на строительство коровников, поддержку их деятельности. Вот, при помощи поддержки агростартап многие граждане, имеющие личное подсобное хозяйство, начали свои первые шаги по организации фермерского хозяйства. Так в Амгинском районе открылась перепелиная ферма, в Тампонском районе начали разводить якутский скот, в Вилюйском районе обустроена круглогодичная теплица площадью 504 квадратных метра, где начали выращивать овощи, зелень и землянику. Так. Вопросы еще? Но пока вопросов нет. Так, ну, так как сейчас пора уборки урожая, хочется в двух словах про уборку урожая сказать, да, какие у нас показатели сейчас, что мы достигаем по уборке, по уборочной кампании. Как сейчас завершается уборка сельхозкультур. У нас общая посевная площадь сельхозкультур по республике в 2022 году составляет 48 тысяч га. Из них, в том числе зерновых культур, около 11 тысяч га, картофеля посажено на 6,7 тысяч га, овощей открытого грунта на 1,3 га. Зерновые культуры у нас убраны с площади около 8,5 тысяч га. На сегодня намолочено 7829 тонн зерна. Зерновую у нас на сегодня завершили 3 района, это Мегино-Кангаласский, Амгинский район и Черепчинский. Картофеля во всех категориях хозяйств убрано с площади 6672 га, это вот почти 100% мы вышли по картофелю, и валовый сбор составил 66 тысяч тонн, или 95% от плана. Средняя урожайность картофеля составила 99 центнеров с 1 га. Если говорить про овощи открытого грунта, у нас всего убрано с площади 1167 га. На сегодня валовый сбор овощей открытого грунта составляет 23,5 тысячи га. Тонн. В соответствующем периоде 2021 года было собрано 21 тысяча, вот почти на 2000 тысяч тонн овощей собрано больше в этом году. Это хороший показатель. Поэтому урожайность этого года, безусловно, лучше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что у нас большие проблемы были из-за затяжных дождей, уборочная кампания, она, вот как я уже сказал, у нас зима уже в преддверии, она все еще не закончилась. Так, вопросы, видимо, все поступили, интересующие вопросы. Дорогие друзья, большое спасибо, что присоединились к прямому эфиру. Я еще раз поздравляю вас с предстоящим праздником, нашим праздником сельхозников. Желаю всем добра, крепкого здоровья, всего хорошего, всего наилучшего. Спасибо большое.